Футбольный матч Алания-ЦСКА. Игра завершилась буквально полчаса назад. Счет 1-3 в пользу армейцев. Но сегодня результат игры – это не главное. Этот день войдет в историю остинского футбола как день возвращения остинской команды в большой и зрелищный футбол. Такого праздника для фанатов этого вида спорта во Владикавказе не было уже давно. И вот сегодня трибуны стадиона «Спартак» были переполнены. Команды встретились в 1/16 Кубка России. Такие же игры прошли еще в 14 российских городах. На стадионе люди начали собираться задолго до игры, чтобы успеть занять лучшие места в своем секторе. За всем происходящим следила моя коллега Алана Тамаева. Она приехала на стадион заранее, чтобы посмотреть, какая там атмосфера. И сейчас она с нами на прямой связи, готова делиться впечатлениями. Алана, ну расскажи, как это было? Это было потрясающе, несмотря на то, что ЦСКА сегодня выиграли. Счет открыли армейцы на 3-й минуте матча, и на 22-й минуте Алания сравняла счет. Игра завершилась счетом 1-3, и этот матч был действительно очень зрелищным. Алания показала очень много опасных моментов. Видите, какая атмосфера здесь сегодня, несмотря на то, что наша команда проиграла, сегодня не получилось держать вверх. Вот такая атмосфера. Алания действительно очень много прессовала своего соперника, показывала много опасных моментов, но получилось оформить только один гол. На самом деле, как показал сегодняшний вечер, счет не настолько важен для болельщиков и для зрителей. Сегодня на стадионе «Спартак» будто жила история. Здесь просто невероятная атмосфера, она до сих пор здесь, несмотря на то, что матч закончился. Больше 15 тысяч человек заполнили стадионы, это с ограничениями. Какие-то части трибун были закрыты. Билеты раскупили в первый же день, в первые 5 дней. В первый день купили большую часть билетов. Матча ждали все, и болельщики готовились к этому дню с тех самых пор, как узнали, что соперником Алании станет ЦСКА. Подготовили рекордное количество флажков, порядка 3000. Растянули на трибунах огромные баннеры триколор. Мы общались с ними на протяжении всей подготовки, общались и сегодня, перед началом матча. Они нам рассказали о том, как готовились к сегодняшнему дню. Давайте послушаем. Это большой праздник для Осетии, то, что ЦСКА снова приехала в Осетию. Это очень высокий уровень для нашей команды, для нашей республики. Сегодня мы приехали сюда за час до начала матча, и за час здесь уже были тысячи людей. Люди приходили семьями, маленькие дети в экипировке футбольного клуба. Каждый здесь верит, что легендарный футбол в Осетии возродится. На самом деле он уже возродился и станет еще лучше. Когда-то в 95-м году Алания высшую медаль получила с игрой с ЦСКА. Эта игра была в Москве. И сегодня дерби. Тогда Алания была выдающими и золотые медали тогда. А сегодня игра на Кубок России. Я думаю, сегодня будет хорошая игра. И я надеюсь, что сегодня Алания победит. Посмотреть на матч сегодня приехало не только правительство и парламент республики, здесь делегация из Южной Осетии, также огромное количество гостей со всех уголков нашей страны. А еще на матче чествовали новых чемпионов мира по борьбе Заура Седакова и Вадима Баева. Давайте посмотрим, у нас есть фрагмент. Теперь в составе нашего клуба есть настоящие чемпионы мира. Несмотря на то, что сегодня наша команда не смогла одержать верх, сегодня мы наши проиграли, этот день уже в истории. И в очередной раз сегодня стало понятно, что Осетия живет спортом. И в любом случае осетинские болельщики готовы поддержать свою родную любимую команду. Лена. Спасибо, Алана. Я напомню, это была моя коллега Алана Тамаева. Она работала на стадионе «Спартак». Болели за наших не только на стадионе. Трансляцию смотрели все, кто не смог попасть на матч. Во дворах и на улицах Владикавказа любители футбола обустроили фан-зоны. Подготовку начали заранее. Кто-то принес полотно, кто-то проектор. Одна из таких фан-зон на углу улиц Калинина и Весенней. На время матча территория мойки превратилась в зону для болельщиков. Поддерживать любимую команду пришли целыми семьями.
Решили вот поставить собственный кинотеатр, чтобы все вместе поболеть за нашу возобновленную команду, которая восстала там спустя 5 лет, наверное. И вот сегодня кубковый матч, болеем за нашу команду, от души болеем. Кубга дарцинкана мабун, раков танцан хошаван захтам, бафажахстамса мабун, расух каст куда шахан фахшаракан. Дальше. Долго ждали, если честно, этого момента, потому что давно наши так не выигрывали. Последние выигрыши нас очень обрадовали. Так как не попались нам билеты, мы собрались здесь друзья, товарищи, все вместе и радуемся футболу. Нам очень приятно болеть за нашу команду. В спортбарах сегодня тоже многолюдно. Болеть за команду в компании единомышленников всегда интереснее, считают те, кто не смог оставаться сегодня дома. Поддерживали Аланию громко и эмоционально. Отметили, что команда прекрасно подготовилась к матчу. Множество острых моментов и голевых ситуаций не давали расслабиться ни на секунду. Более того, красно-желтые порадовали невероятным напором и яркой игрой. С возвращением, наконец-то, то, что наша команда показывает какие-то очень хорошие результаты. Спасибо всему тренерскому составу, то, что собрали молодых ребят и показывают, еще раз повторимся, такой результат. И, конечно же, желаем всем нашим парням побед и хороших успехов, выигрышей. Вообще, с самого начала не важно было, как сыграет команда. Сам факт того, что Алания дарит болельщикам такой подарок, как матч с ЦСКА, 6-кратным чемпионом России, 7-кратным обладателем Кубка России, стал для любителей футбола поводом для праздника. Команду перед игрой старались поддерживать самыми невероятными способами. Например, вот так.